Сахами Юджри Вечери Ирдик Хелшин. Доброе утро, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла. Вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня сегодня снова заказ. Заказ делаю одна. И будем делать голубцы. И кто-то мне писал в комментариях, чтобы показали, как заворачивают голубцы, да? Ну, наверное, кто-то молоденький. И сейчас как раз у меня голубцы. И я вам потихонечку покажу, как я делаю. Не учу, конечно, но покажу. Алло. Так, продолжаем. Прервалась на телефонный звонок. Значит, вырезаем кочерышку. Многие говорят, что делают это в микроволновой печи. Некоторые говорят, что кладут в морозилку. Не знаю, я, как всегда, по старинке. Мне так проще. Никогда не делала по-другому. И почему-то я вот предпочитаю вот это вот. Всю жизнь так делала, сколько я голубцы делаю. И продолжаю делать так же. Может быть, надо попробовать как-то посмотреть, как это получается и в морозилке, и в микроволновке. Но сегодня будем делать по старинке. Вода уже у меня кипит. Так. Вот сначала вот этой вот стороной сюда. И пускай минуты 3-4 вот так вот будет в кипящей воде. Потом я вам покажу дальше. Так, ну вот, минуты 3-4 наша капуста на этой стороне бланшировалась. Мы ее переворачиваем вот так вот. Вот так вот я насаживаю ее на вилочку. И вот так. Ой, мамочки. Снимаю. Несколько, ну, можно еще одной вилкой, если боитесь обжечься. Все. Теперь это перекладываем в блюдо пока. Сейчас, минуточку. И вот так вот будем продолжать снимать все. Вот они немножко пробланшируются. Они еще твердые, поэтому немного их еще пробланширую. Вот. Пока они не станут немножко мягче. И слишком много тоже нельзя, долго, вернее, держать в кипятке тоже нельзя. Так. Сегодня со мной нет моей помощницы. Я делаю заказ сама. Вчера, правда, подготовительные работы для общего заказа у нас были кое-какие сделаны, но не все. И сейчас мне нужно приготовить голубцы. Голубцы нужно просто, не надо их готовить, а просто так. Ну, есть еще кое-что. Короче говоря, котлеты у меня. Ну, мы их называем по-киевски, но это, скорее всего, не по-киевски, потому что действительно не по-киевски. Так, вот. У меня баклажанный салат, который мне нужно приготовить еще. Печеночные оладьи. Вчера я их уже приготовила, но сегодня мне их нужно перемазать майонезом, тоже соединить. Потом, что у меня дальше? Вот видите, все, капуста мягкая. И мы вот эти вот листочки уже вынимаем. Все. Как я сказала, слишком много держать тоже нельзя. Ну вот буквально, можно сказать, съемка идет на онлайн. Вы сами примерно поняли, сколько минут она у меня тут полежала. Буквально 2-3 минутки. С того момента, как я сняла их с кочана. И также дальше продолжаем. Продолжаем точно так же. Немножечко опять на этой стороне. Буквально 2-3 минутки переворачиваем, снимаем листья и снова так же. Все повторяется. Сейчас я поставлю быстренько рис.
я обычно рис готовлю до полуготовности. Сейчас быстро промою и поставлю рис, пока все это у меня происходит. Так, ну вот, поставила рис варить. Тут у меня стакан риса, это на килограмм фарша, стакан риса и 2 стакана воды. Ну, вода не принципиально, просто сами будете смотреть, чтобы рис был на зубок. Так, капусту можно, наверное, уже перевернуть. И сейчас немножечко поварится на той стороне, буквально немного. Потом будем снимать снова точно так же листья. Так, видите, можете и ножом прихватить капусту. И вот так вот тоже снимать листья. Ну, конечно, это должно быть все осторожно. Так, все, этот качан опять откладывается у нас. И вот так вот дальше продолжаются у нас бланшироваться листья. Так, ну вот, друзья, рис наш почти готов. Капуста, как видите, я положила, чтобы немножко остыла. И у меня еще мне нужно фаршировать баклажаны, говорю, перцы. Сейчас быстренько промою рис. Он уже почти, ну, до полуготовности, как я сказала, готов. Так, капусту тоже еще немножко осталось. Ну, капусты, наверное, уже хватит, потому что у меня только 2 килограмма. Так, сейчас быстро промою рис, поставлю его, ну, чтобы стекла вода. Так, рис помыли, поставили стекать в воде. Так, дальше. Сейчас немножко. Вот так вот. Теперь перчик нам нужно половинками запекать в духовке. Вот так я подготовлю перчики сначала. Плодоножку эту оставляем, чтобы как-то, ну, для эстетичности, можно сказать, для красоты. Так, и сейчас быстро приготовим фарш. Значит, здесь у меня килограмм фарша, 150 грамм риса до варки, сырого риса. 300 грамм лука, который я пропустила вот так вот через блендер. Так, добавим с горкой чайную ложку соли. На кончике ложки, ну где-то, может быть, пол чайной ложки. Перец, как вы хотите. Красный, черный перец и красный перец. Так, некоторые сюда добавляют зажарку, морковь с луком, но я этого так не делаю. Сейчас быстренько приготовим фарш. И у меня в комментариях было, что почему вы фарш месите руками, это уже много раз говорится об этом. И многие, даже сами же подписчики мне отвечают, что вот именно с сырым мясом нужно без перчаток, если на руках нет ран. На руках у меня нет никаких ран, поэтому перчатки я не одеваю. Готовую продукцию я стараюсь, не то что стараюсь, я кладу в перчатках в основном, или просто не трогаю их руками, а кладу щипцами или вилкой, или ложкой, чем-нибудь. Сырой фарш, он все равно проходит тепловую обработку. Прекрасно вы знаете, что руки намного чище, чем перчатки. Потому что в перчатках руки менять перчатки каждый раз, когда нужно мыть руки, это же не вариант, вы сами прекрасно знаете. Поэтому так, сейчас еще добавим сюда
одно яйцо. Но яйцо мне надо помыть прежде. Так, вот добавим одно яйцо. Так, у меня или куриное, или гусиное сопровождение, как вы знаете, всегда бывает. Вот видите, я отошла, руки помыла за это время, потому что мне надо было и яйцо помыть. И точно так же сейчас снова пойду помою руки. Потому что мне сейчас нужно подготовить капустные листья. Так, ну вот теперь подготовим нашу капусту. С капусты вот будем снимать вот эти вот жесткие штучки эти. А здесь упаковка ее где? Нет. Нету? Должна быть. Я не вижу. На моем окне посмотрел? Да. Так. Так, раз пришел, посмотри, как тут камера снимает. Я не вижу сама себя. Так, ну и вот, друзья, начнем теперь заворачивать наши голубцы. Значит, я хочу просто каждый кусок мяса взвешивать, чтобы было одинаково. Сразу будем класть их в формочки. У меня, как я сказала, 2 килограмма голубцов. Значит, так, весы у меня. В тот раз Аишка была и потеряли крышечку от весов. Так, ну где-то по 75 грамм мяса. Вот. Надеюсь, видно. Вот так вот. Вот. Положила ключик просто, чтобы не пачкать чашу весов. Интересно, видно? Так, не видно, как я кладу. Теперь видно. Ибрагим, убери громкость своего телефона, пожалуйста. Находишь? Убери громкость телефона. Пять, 73 грамма, как получается. Иногда я даже 60 грамм мяса ложу, когда как. Но все равно же голубцы мы продаем не штучно, а по весу. Немножко больше получилось. Не буду снимать. 78 грамм. Ну и вот так вот
Я немножко, конечно, как всегда, спешу. Просто тут, ну, остальное из заказа в горячем виде. И пораньше тоже его как-то нельзя приготовить. Нужно вовремя, чтобы было. Поэтому вот так вот. Так, оказывается, весов не было видно, но ничего. Короче, взвесила я тару 49 грамм, два лоточка. Сейчас будем смотреть, сколько будет весить у нас наши голубцы. Интересно. Так, давайте посмотрим сначала. Значит, тару убрали. Ну-ка еще раз. Все, тару убрали. Теперь посмотрим. Так, тут даже с перевесом 2 килограмма 156 грамм, потому что тару я убрала. Значит, заказ у меня уже все выполнен. Так, 4, 5, 6 и 8, 14 штук. Получилось 2 килограмма голубцов. Так, все, ну это я поработаю потом. Так, перчик надо нафаршировать пока. Так, вот так вот. Ну, наверное, по 7 штук положу, чтобы было одинаково. Вот так, так. Пока это поставим в холодильник. Дальше еще доделаем, что с ним нужно. Пока это так. Теперь быстренько нафарширую болгарский перец. И тоже пока оставлю, запекать не буду его пока. Так. Угу. Тут ничего такого нет, просто нафаршировать плотно этим же фаршем. Потом уже, когда я буду ставить в духовку, я покажу, что мы с ним будем делать. Пока просто нафарширую. Так, здесь тоже, по-моему, было по весу. Так, Ибрагим, принеси мне мой другой телефон. Половина на русском, половина на английском. Да, вож телефон принеси. Вож это у нас другой телефон. Это открой WhatsApp Танзили и прочитай там перцев. Сколько там написано, интересно. В чего сколько? Перцев. Это не киевская? Нет. Перцы должны быть. Положила сюда, я сама сейчас прочитаю. Положи. Точно высокая до штука, точно размотнулась. Киевские котлеты 12 штук, да, обычно мясная 12, да, и перцы обычно я в половине килограмм лучше. Килограмм, значит, нужно.
Так, прослушала ее. Вот, как и она сказала, килограмм получился из 5 половинок. Ну, я тоже с перевесом сделаю, как раз на одну, 6 половинок сделаю, и будет нормально. Перцев нужно было килограмм. Так, все. Так, это все оставим пока. Сразу у меня и фарш закончился. Это тоже пока пойдет просто в холодильник до своего времени. Так, друзья, вот видите, вчера с вечера подготовили мы вот так вот мясо по-французски, можно сказать. Ну, это, ну, не знаю, запеканочки такие. Конечно, мясо по-французски по-другому, но вот так вот. Здесь у нас грибы, а тут без грибов. Вот. Сейчас видно было, интересно. Здесь с грибами, здесь без грибов. Просто мы вчера с вечера еще приготовили. И чтобы сегодня только нужно было запечь. Вот так вот. Сейчас я переложу. Пока еще не буду запекать. Просто они, если разморозится, они уже размораживаются. Я их вынула с утра, как встала. Они прилипли к этой форме, и их не снять. Так вот. Так, значит, здесь у нас, я не показывала, как мы это делали, просто внизу фарш с луком, простите, сверху зажарка, морковка, лук, помидор, сыр и сеточка из майонеза. Тут то же самое, но просто там еще грибы обжаренные. Не то же самое, там просто грибы без лука. Так, значит, и все. Теперь я их пока оставлю. Запекать мне еще рановато. Чуть-чуть попозже поставлю в духовку. Просто чтобы я, как вам сказала, чтобы оно не прилипло к той форме. Так. Так вот, видите. Все, сейчас я ее прикрою пленочкой и пусть стоит. Друзья, у нас нежданчиком гости, я открыла компот. Помните последний раз, который закатывала? Мне говорили, что очень много тут фруктов. В принципе, здесь немного фруктов, сока навалом. И он очень вкусный, и фрукты в нем тоже очень вкусные. Так что они у меня не пропадут, мы их будем есть. Я уже несколько абрикосин съела. Просто прелесть. Вот именно ассорти, прям вот насыщенный, приятный такой вкус и не очень сладкий. Как раз в меру все получилось. Гостья нам привезла тортик. Вот такой вот. Тоже ассорти. А? Тоже ассорти. Тоже ассорти торт, да. У нас так продают. Короче, получается 3 видов. 3 разных названия, но я не знаю точно какие. Так, друзья, гостей снимать у меня нельзя. Гости у нас москвичи. Правнук бабушки и внука жена, получается, да. Но, к сожалению, их мы не снимаем. Поэтому сейчас будем чаевничать с тортиком. Нажарила им котлеток, пюрешку быстро на скорую руку. Ай, и мама не стала ждать, пока я еще что-то приготовлю. Жалко, показывать их нельзя, не соглашается. Красавица она у нас, боится, наверное, что ее. Ну ладно, давайте пить чай. Так.